Коми задумались о создании единого оператора для неуправляемых домов. Тех, где нет обслуживающих организаций или ТСЖ. А таких домов в республике более 2000. Наиболее сложная ситуация в Печоре, Троицко-Печорском и Книжпогосском районах. В некоторых муниципалитетах вообще пустили ситуацию на самотек ни одной управляющей компании. Чем это чревато для собственников жилья, знает Алексей Корчма. У нас в подъездах чистота, порядок. Следят люди? И кошками не пахнет. Кошками не пахнет. Мы можем заглянуть, понюхать. С той самой встречи с Дмитрием Медведевым минуло 10 лет, а словно вчера было, вспоминает Аполлинария Некрасова. Управляющая Сыктывкарским ТСЖ «Перекресток» рассказала на тот момент президенту, как живется собственникам, в чем сложности. Платил после обеда, эти средства уже... Скажите, что мы заняты. То есть все заходят. Алло. Добрый. Минутку. Прошу. Извините, мы заняты. Не звоните, пожалуйста. Не звоните, заняты. Тот телефонный звонок немного сбил с толку, признается Аполлинария Некрасова, но снял неловкое напряжение от общения с самим президентом. Разговор о сложных вещах в ЖКХ пошел легко и непринужденно. Звонил жилец и собственник из 81-й квартиры. Он позвонил нас, и я даже не подумала, что надо отключить телефон. И трубку, да, взял Дмитрий Анатольевич. Потом Анатолий Алексеевич приходил, говорит, да что действительно? Я говорю, да действительно все. Говорит, я, говорит, сам опешил. В своем доме Аполлинария Некрасова знает едва ли не всех жильцов, в лицо и по имени-отчеству. В ТСЖ «Перекресток» она работает с 2006-го. Вспоминает, как только все началось, на доме висел долг 800 тысяч рублей. За 2 года выбрались из болота, и вот уже несколько лет в Сыктывкаре это образцово-показательное товарищество. Мы все делаем сами. У нас нет никакой над нами управляющей компании, нет никого, значит, причем у нас свои люди. То есть у нас свой сантехник, у нас свой электрик, у нас свой дворник, своя уборщица, и поэтому, значит, я думаю, что вот это, наверное, на мой взгляд, правильная система управления. Тариф на обслуживание жилья здесь один из самых низких по городу – 17 рублей с копейками за квадратный метр. Взносы на капремонт собственники перечисляют на спецсчет, и не какой-то дядя, а сами решают, на что потратить деньги. Недавно заменили станции лифтов, систему горячего водоснабжения, двери и окна в подъездах. Установили погодное регулирование 2 тепловых узлов. И дом привели в порядок, и сэкономили хорошо. Когда слышишь, что вот надо на капремонт дома там 8-10 миллионов, меня это удивляет. Вот я вам назвала все, и мы потратили на все это 1 890 000. Сегодня у нас на счете капремонта 2 200 000 свободных денег. В этом году мы пока ничего не планируем насчет капремонта. На следующий год, возможно, мы что-то запланируем. А это еще одно ТСЖ. С виду не скажешь, что обычная сыктывкарская хрущевка. Фасад окрашен, по периметру декоративные заборы, урны, скамейки. Во дворе неплохая детская площадка. Под окнами аккуратные цветники и газоны. И все живут как одна дружная семья. Да, раньше долгие были, а сейчас нету. В доме есть хозяйка. Самое главное, хозяйская рука. Вот это все настраивает людей на хорошее. Видите, какие у нас эти? Да. Приходите летом, здесь все будет цвести, красиво будет. Нам живется очень хорошо. Лучше нашего председателя, наверное, нету. Потому что мы к ней бежим и утром, и вечером, и ночью. Она никогда нам не отказывает, всегда идет навстречу. Я считаю, что это наша мамка. Побольше бы таких мамок, и город наш точно бы преобразился, говорят жильцы. Ирина Сюврасева, как управляющая и председатель ТСЖ, ведет сразу 3 дома и своему делу отдает себя без остатка. Ну, первое ТСЖ пошло по стопам ЖЖСК. Дом был убитый напрочь, когда мы начинали все это дело. Вот потихоньку привели, соответственно, в такое состояние, что практически все у нас поменено. Чистота, порядок. Можно ли серьезно сэкономить, будучи в ТСЖ? Да, конечно, абсолютно. У вас на доме там какая экономия? Ну, 30-40%. Проблема в том, что таких людей, как Ирина Сюврасева и Аполлинария Некрасова, единицы. А зачастую многие председатели не справляются ни с нагрузкой, ни с ответственностью. Нередки случаи, когда собственники, выбрав ТСЖ как способ управления, спустя короткое время возвращаются к управляющей компании. Внутридомовое инженерное оборудование, привели в соответствие кровлю, отремонтировали все стыки, потом плавненько пошли в благоустройство территории. Установили видеонаблюдение, которое идет по фасаду всего дома, произвели ремонт входных групп и установили ограждение. При тарифе 20 рублей за квадрат можно обслуживать едва ли не любой дом в Сыктывкаре и делать такую красоту, как, например, в этом дворе.
говорит Денис Куликов, директор одной из управляющих компаний. У нее 45 многоквартирных домов орбиты. Бережно относиться к общедомовому имуществу, самое главное. Смотреть за ним, не просто закрываться в своей квартире и ни на что не влиять. Приходить, участвовать в жизни дома, благоустройстве, давать пожелания управляющей компании, взаимодействовать, чтобы была обратная связь. А вот что бывает, когда вообще нет никакой обратной связи. Ни управляющей компании, ни ТСЖ, ничего. Печора, Западная, 47. Фотографии и видео отсюда облетели весь интернет. Это не дом, а словно ледяная пещера. Это у нас общага такая хорошая. Да, вот это действительно так и было? Конечно. Выбитые двери и окна, в подъезде нет батарей, снежные наросты, похожие на сталактиты. То, что на этих кадрах не последствия какой-то аварии, а привычные для жителей общаги явления. Такая картина здесь каждую зиму. Видите, везде снег, холодно в общежитии, в комнатах вообще холодно. У нас обогреватели стоят сутками, не знаю, вот везде вот вода, снег. Сами жильцы вот берем лопаты и чистим этот снег. Пожарники приехали, стекла повышибали, а оставить уже некому. Здесь нет газопровода, электричество местные протягивают сами и сами устанавливают водонагреватели. Обслуживание дома лишь аварийное, а между тем платежки приходят исправно. За холодную воду и ее отвод, за электричество и отопление. Суммы по 2-3 тысячи рублей, у кого и больше. Все из-за долгов. Скажите, сколько за коммунальные услуги вы платите? А нисколько не плачу. За что платить? Какие? Дочка, за что? Туалеты не работают, что в туалет сходить надо с собой ведро водички взять, смыть. Света нигде нету. За что платить? Душ не работает, моемся дома. Я считаю, что не за что платить. Жильцы не хотят платить, справедливо спрашивая, а за что? Управляющие компании не берутся обслуживать. И тоже понять можно. ЖКХ сегодня – это бизнес, а не какая-то благотворительность. Разорвать порочный круг необходимо и решить, наконец, проблему неуправляемых домов. Собственники должны понять, что состояние дома зависит только от них. Поэтому если дом по каким-либо причинам не управляется, собственники должны инициировать проведение общего собрания, провести его и принять решение по выбору способа управления. Если на территории муниципального образования нет управляющих компаний, а у нас есть такие муниципальные образования, то собственники должны выбрать один из двух оставшихся способов управления. Это непосредственное управление, либо управление товариществом собственников жилья. Сегодня в Коми без всякого управления больше 2000 домов, и есть несколько предложений, как изменить ситуацию. Например, создать муниципальные управляющие компании, либо единого республиканского оператора. Но это потребует значительных вложений, могут возникнуть сложности и юридического плана. Деятельность таких операторов законодательно в стране не отрегулирована. При таком раскладе следует усилить разъяснительную работу с населением, а местным властям всячески способствовать людям в выборе способа управления. Бездействие наказуемо. Ранее в суды направлены иски к властям Усть-Цилимского и Княж-Погосского районов с требованием организовать работу по управлению многоквартирными домами.